любое застолье нужно готовиться, но готовиться перед тем, как, например, вы составляете меню. По крайней мере, нужно заблаговременно до Нового года запланировать свое меню, расписать продукты питания и максимально больше акцент делать именно на те салаты, которые не заправливают, например, майонезом, либо другими жареные, да, например. А лучше, конечно, альтернативные салаты можно выбирать заправку, например, теми самыми природными либо натуральными приправами, натуральной зеленью. Сейчас очень много разных зеленей можно будет добавлять. Обязательно, например, если заправить, вместо майонеза можно использовать сметану, либо йогурт, либо айран тот же самый, да, прекрасная альтернатива. Также вместо жареных каких-либо горячих салатов, жареных таких салатов жирных, например, да, можно заменить оливковым маслом, можно заменить, и тем самым больше предпочтения на сырые, свежие продукты питания. Ну, я имею в виду касаемо салатов. Все овощи использовать в свежем виде, заправленные оливковым маслом либо другим видом масла. Это, во-первых, полезно, а также не сильно нагружает наш желудочно-кишечный тракт, то есть наш организм. Что касается именно основных блюд, больше предпочтений идет конечно, нужно обращать внимание на способ приготовления. Обязательно лучше, конечно, воздержаться от, как предыдущие, то есть жареные. Лучше можно будет в духовке запечь, либо на пару, либо приготовить курицу отварную, да, и так далее. И рыбу, например, можно прекрасно и очень вкусно, например, запечь в духовке. И это намного, во-первых, полезнее будет, и тем самым нашим хозяйкам сохранит время приготовления, потому что это очень быстро и легко. Что касается именно, как только вы садитесь уже за стол, конечно, предпочтение отдается легким. Вначале начинать трапезу уже с легких салатов, сразу не на основное блюдо, а вот потихонечку готовить свой организм. Тем самым, конечно, мы настоятельно рекомендуем не переедать. То есть очень много изобилия разных продуктов питания, разных блюд. Конечно, хочется все попробовать, но раз уж вы хотите все попробовать, можно одну тарелочку. И одна тарелочка — это будет как раз-таки ваша порция. Наш организм не резиновый, поэтому для того, чтобы максимально щадяще, максимально не нагружать ваш организм, особенно желудочно-кишечный тракт, лучше, конечно, взять одну тарелочку, и на эту тарелочку можно поделить на 3 секции. 50% это пол тарелки можно положить овощи и фрукты, либо, например, салат и одно яблоко. Это будет 50%, это половина вашей тарелки. Четверть тарелки это мясное что-то, например, это пусть будет рыба, это пусть будет говядина, это пусть будет курица на ваше предпочтение. Что касается оставшиеся 25%, еще одна четверть осталась, можно зерновые, например, гарнир, да, пусть будет гречка, что у нас маш может быть, либо распространенно пусть будет даже и рис. Поэтому вот эту вашу тарелочку нужно разделить на эти 3 секции, и максимально можно будет разнообразные продукты либо блюда положить, но не больше. Одна тарелка — это ваша порция. Если больше, конечно, тарелки, это уже вы нагружаете свой организм, и тем самым больше времени потребуется на переваривание. Тем более после обильной такой, скажем, трапезы, да, в любом случае ваш организм потребует много энергии для того, чтобы переварить. А если вы еще и не двигаетесь, либо сидите, либо малоподвижный образ жизни, это никуда не денется, энергию некуда девать, поэтому ваш организм максимально эту энергию будет перерабатывать и хранить в виде жира. А это уже идет увеличение вашего веса, да, нарушение вашей, скажем, но это не сразу, конечно, нарушение приведет, но это, конечно, будет нагрузка на вашу сердечно-сосудистую систему, на ваш полностью весь организм, и тем самым вы себе же плохо сделаете. Поэтому максимально для того, чтобы не только в новогоднюю ночь контролировать, вообще по всей вашей жизни нужно будет придерживаться вот этой сбалансированной тарелки, да, здоровой тарелки. Что касается именно питья, обязательно пить ее
Питье это нужно будет на первом месте, то есть как только вы просыпаетесь в новогодний, скажем, день, до 31 декабря, дай бог, вы выпиваете стакан теплой воды. Если нет никаких либо проблем в вашем желудочно-кишечном тракте, например, воспаление, либо гастриты и так далее, язвы, то вы можете добавить лимон. Кусочек лимона, и это улучшит, и плюс еще витамин С, укрепит ваши сосуды. Вы выпиваете, потихонечку вы уже и завтракаете, и обедаете, и ужинаете. То есть этот день должен проходить как обычные вот эти вот ваши приемы, а не так, чтобы утром поели, а вот в обед пропустили, и вы оставили все на потом. И ближе к 12 полностью поели очень сильно плотно, и на следующий день у вас голова болит, у вас отеки, у вас очень, так скажем, тяжело, да, чтобы не нагружать ваш организм, чтобы ваш организм не испытывал стресс. Как обычно, питаетесь, вы таким можете питаться. Единственное, только вот за стол, когда садитесь, обязательно питье. Также питье обязательно в зависимости от вашего веса. Примерно, можно рекомендация, это 30 мл на 1 кг веса, можете сами рассчитать. Рекомендуем, конечно, употреблять никакие дозы, нет никаких доз, предельно допустимую дозу алкогольных напитков либо спиртных напитков, поэтому мы не рекомендуем. Но все-таки, если вы решитесь, то, конечно, лучше не забывать также и воду. То есть алкоголь, спирт, он настолько обезвоживает наш организм, поэтому на следующий день у всех, то есть, как называется, похмельный, да, синдром, можно сказать, и прям человек ощущает жажду. Поэтому, чтобы вот этого не было, обязательно питьевой режим, и, конечно, дозирование, да, то есть не сильно много, не надо сильно напиваться, потому что ваш организм не приспособлен для того, чтобы употреблять большое и переваривать, и расщеплять алкогольные либо спиртные напитки. Это все-таки стресс идет, и также нагрузка идет на сердечно-сосудистую систему. Он еще больше будет работать, тем самым давление может подскочить. Все мы понимаем, что от спиртного сосуды расширяются, давление поднимается, и у кого есть гипертоническая болезнь, это очень такая опасная вещь. Все мы понимаем, также многие думают, что это разжижает кровь, тем самым улучшает кровоток и так далее. Да, действительно, он только временно разжижает, временно увеличивает, расширяет сосуды, но это временно. Как только действие спиртных напитков уходит, еще больше идет сгущение крови, тем самым организм обратно требует вот эту дозу. Поэтому, чтобы вот этого не было, обязательно контролируйте свой питьевой режим и, конечно, дозу ваших, то есть спиртных напитков. Так, что касается именно вообще в целом фруктов, в день рекомендуется 400 грамм и 5 порций. Что это означает 400 грамм и 5 порций? Это 5 разных видов фруктов. И одна порция обычно это наша ладонь. Вот у каждого ладонь размер разный. Если в вашу ладонь помещается одно яблоко, это будет одна порция. И в течение дня таких вы можете съесть 5 разных порций. Если мандаринов, мелкие мандарины, если в вашу ладонь 3 мандарина помещается, это будет у вас одна порция. Вот эти вот, скажем, 3 мандаринчика, это будет ваша одна порция. И остальные 4 разных порции вы можете заменить, например, другим. Пусть будет это гранат, пусть будет это яблоко, пусть будет у нас любимый банан, либо киви. Таким образом, в идеальном случае это 5 порций, и тотал у нас 400 грамм не будет. То есть не меньше, да?